Сотни людей из разных уголков республики собрались у сцены, установленной на территории ДК «Назрани». На праздничном концерте в честь Великой Победы звучат песни военных лет. 79 лет страна продолжает отдавать дань уважения беспримерному подвигу участников Великой Отечественной. В этот великий для всей страны день жители республики желают ветеранам долгих лет жизни и благодарят за мир и покой, подаренный нам. Величие и печаль, народная гордость и память, блеск орденов и седина ветеранов. Такой он самый главный праздник россиян – 9 мая. В этот знаменательный день в регионе с утра установилась теплая погода. На сцене выступают лучшие творческие коллективы республики. В сценических постановках демонстрируют, как была оборвана мирная жизнь, и поют, как сильно советский народ ждал окончания войны. На праздничном концерте люди разных поколений, и цель сегодня одна – почтить память тех, кто приближал победу ради сохранения целостности нашего государства. Среди главных гостей мероприятия – глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Многие за этот светлый день отдали свои жизни. Миллионы. И наши соотечественники в этой части также участвовали, начиная Брест, Ленинград, Москва. Нету фронта, где бы не участвовали наши земляки. У нас сегодня на рубежах стратегические наши границы, нашей России отстаивают также наши сыны, наши земляки, со всеми вместе, всей страной, военные, другие. И каждый человек на своем рабочем месте, за партой учебной, студент, если он учится хорошо, если на своем рабочем месте он работает хорошо, достойно, это тоже вклад в победу наших воинов, в нашу победу. Поэтому сегодня я хотел бы поздравить нас всех с этим праздником. У нас достойно прошли, начиная, вы знаете, с героя Советского Союза Аушева Руслана Султановича и наших воинов. Во всех конфликтах участвовали наши земляки. Мы можем гордиться ими. И сегодня я хотел бы сказать только одно. Мы их не должны забывать никогда. Сегодня, что бы ни было в этой жизни, мы должны понимать, каждый воин сегодня чей-то сын, муж, отец детей, они отстаивают интересы наши. Что бы нашим народом не было бы, я всегда говорю, ويجري غلغيدر دقادات سانو بوصل دبيقابات في سانو فندق بيتي تيجي ازل чак дывей. Мы сильные, понимаете? У нас не сломили, не изменились мы и не изменят нас со стороны. Мы были и останемся в единой семье нашей большой родины Россия. И полагаю, мы только должны ответственно относиться к тому, что мы делаем. Надо к семье относиться внимательно. Это тоже победу приближает. Надо к сестре относиться правильно, заботиться о ней. Каждый должен у себя, семья укрепляет, с этого ячейки начинает в целом наша страна. Поэтому в этот день хочу еще раз сказать вам, с Днем Победы, великих нам свершений. Вы мяш могу быть тигичер. Давянча дал гешдолт. В любом случае дал хаян хамайка яхта гятсвей. Узлат сои моловар валев. Дела тиш, дела кирж вали. Поэтому в этой части мы люди, реально смотрящие в будущее. С нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Инаугурация прошла. Человек, который ведет нашу страну в правильном направлении. Уверен в этом. С победой нас! День Победы – праздник, объединяющий поколения. Единство, сплоченность и большая любовь к родине наших дедов и прадедов обеспечили стране мир, свободу и независимость. И сегодняшнее празднование в первую очередь направлено на сохранение памяти о великом подвиге. Я бы хотел пожелать в первую очередь ветеранам здоровья, те, которые воевали, те, которые трудились на благо этой победы. Во-вторых, процветание нашей республики, город Назрань, чтобы у нас, как говорится, сердце Ингушетии,
всех благ нашему народу. Всем желаю мира. Ветеранам желаю здоровья. Спасибо им большое за такой труд. Низкий поклон. Они были молоды и строили свои планы на жизнь, которые оборвала война. Мечты тех молодых парней и девушек с фронтов воплощают в реальность современники, благодаря самоотверженности своих предков. Абдул-Керим Даурбеков приехал на праздничный концерт из Далакова. Поздравил всех с Великим Днем Победы. Кстати, для него 9 мая – двойной праздник. Великая Отечественная до сих пор остается самой жестокой и кровопролитной войной. За победу над нацизмом в своей жизни отдали десятки миллионов людей. Именно поэтому праздник Победы соединяет в себе скорбь и радость. Зелимхан Альсельгов был 8-летним ребенком, когда услышал о долгожданной победе. Вспоминает, как люди радовались отступлению немецких захватчиков. Офицер, цевер, гаски, юрт. Так вопрос задать дырцену как раз том истими бямби, я мистхету положение мистиваян. Чего дикий арцу, так вопрос задать дыр Гитлер день ватян. Гитлер за границу давай я арцу цанный крас. Что цан так двадцать лет цанный крас. Праздник алишор здесь. Ханте алча том без хана нагарасан, вейнагаси иша хандлара 9 мая худ мистер худари. Вы как раз котелара и 9 мая из котелара дох праздник здесь. Неоценимый вклад в победу над врагом несли представители ингушского народа. Всего на фронт в Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 21 тысячи человек. Благодарят за самоотверженность и героизм бойцов Красной Армии и самые юные гости мероприятия. Несмотря на свой возраст, уже знают, что мирное небо над головой – заслуга их предков. Настроение у детишек праздничное, эмоции переполняют. Мы хотим, чтобы люди жили счастливо, чтобы у них было все хорошо, чтобы они не умирали, чтобы они не умирали, были живы, здоровы. Да, ветеранам что вы скажете? Им я желаю всего наисчастливого, потому что они нам помогли. 9 мая – праздник, объединяющий всех, кто дорожит своей историей, тех, кто гордится героями прошлых лет. Очевидцев страшных фронтовых дней с каждым годом все меньше, но бессмертными остаются их подвиги, которыми сегодня гордимся мы и будут помнить все последующие поколения. Всем победы! Диана Дударова, Алия Зязиков, Магаз 24.